Прежде чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться. Владимир Ильич Ленин. Вождь мировой революции, конечно, тот еще иблис, который уничтожил миллионы людей ради достижения своей цели. И он, конечно, не может служить для нас примером или ориентиром. Но мы можем использовать его наработки, опыт и реальные результаты для того, чтобы самим прийти к власти в республике и привести ее к независимости. Необходимо через ежедневную агитацию, пропаганду внушать жителям республики, что независимость республики – это неминуемый процесс, который обязательно случится. Крах режима Путина в любом случае произойдет. В стране наступит революционное событие, и мы в этот момент можем и должны взять в свои руки власть в республике. В первую очередь нам необходимо агитировать башкир как основной автохтонный республикообразующий народ, который является хозяином на своей земле. Башкиры являются движущей силой всей башкирской политической нации, что неоднократно доказывалось масштабными событиями в республике в последние 10 лет. Башкирская земля всегда была лишь сырьевой колонией для Москвы, которая веками выкачивала из нее природные богатства. Начав с добычи в промышленном масштабе ценных мехов пушных зверей – соболя, горностая, куницы, бобра, чернобурой лисицы, и быстро истребив их, колонизаторы приступили к освоению природных ресурсов. Было отнято огромное количество башкирских земель. Это территории сегодняшних Челябинской, Курганской, Оренбургской, части Пермской, Свердловской, Самарской, Саратовских областей сегодняшней России. Сегодняшняя территория Республики Башкортостан является лишь малой частью всех башкирских земель. Было вырублено огромное количество делового леса. Несколько веков идет добыча железной руды на горе Этес, по-русски гора Магнитная, из которой башкиры ничего не получили себе. Из башкирской земли было выкачано миллионы тонн нефти, добыто миллионы кубометров природного газа, а также множество золота, серебра, угля, меди, марганца, хрома, яшмы, малахита, мрамора и многих других полезных ископаемых. На сегодняшний день республика, обладая мощными заводами и предприятиями, выпускающими стратегическую продукцию, не имеет с них доходов, потому что все доходы с предприятий забирает себе Москва. А сами предприятия принадлежат олигархам из окружения Путина. Республика Башкортостан отдает более 70% своих доходов в Москву, а затем униженно просит деньги на поддержание своей экономики и содержание инфраструктуры. Мужское население республики вынуждено уезжать на заработки на севера или идти на захватническую войну контрактниками.